Готовимся к ЕГЭ вместе. Сегодня в Якутске впервые прошел день открытых дверей для выпускников школ. В этом году их ожидает самое главное испытание школьной скамьи – единый государственный экзамен. И сегодня ребята узнали, как проверяются задания ЕГЭ, и также встретились с выпускниками прошлых лет, которые сдали экзамен на 100 баллов. Вместе со школьниками секреты проверки экзамена раскрывала наш корреспондент Розалия Борисова. Анастасия и Алина сегодня заглянули за занавес системы ЕГЭ. Выпускницы узнали, как проверяются задания, как работает система видеонаблюдения, ознакомились с работой регионального центра обработки информации. Мне кажется, как-то объясняет, что из себя представляет государственный единый экзамен и как бы дает какие-то советы, настраивает, да, чтобы не волновались, чтобы готовились, да. В рамках мероприятия школьники встретились со 100-бальниками. Для родителей прошла встреча с психологами. Институт развития образования провел консультации по обязательным предметам для ребят по русскому языку и математике, а также по наиболее часто выбираемым предметам, таких как обществознание, биология и физика. Представители СВФО рассказали школьникам о переходе в университетскую систему образования. Федеральный вуз в этом году готовится принять больше 3500 абитуриентов на бюджетные места. В этом году у нас большое изменение ожидается именно в процедуре приема документов. Помимо того, что они будут писать заявление о приеме, он должен еще написать заявление о согласии на зачисление. Таким образом, он подтверждает, подав свой оригинал аттестата или диплома, дополнительным заявлением о том, что он действительно согласен зачисляться по указанному направлению. До начала экзаменов осталось чуть меньше месяца. В период подготовки уже прошли 3 тренировочных тестирования. Единый госэкзамен в этом году сдадут порядка 9000 выпускников. По всей республике откроется больше 250 пунктов сдачи итоговых экзаменов. Розалия Борисова, Екатерина Амосова, Иван Семенов, НВК-Саха, Якутск. Общественники Якутии поддержали своих кандидатов предварительного голосования партии «Единая Россия». Сегодня в СВФУ прошла пресс-конференция Общественного совета по поддержке гражданских инициатив. Председатель организации Евгения Михайлова и лидеры общественных движений Якутии поделились своим мнением, каким должен быть достойный представитель Якутии в Государственной Думе. 2 мая для нас это очень важное, знаковое число. Потому что чем больше якутян придет проголосовать 22 мая на предварительное голосование, да, тем, значит, у Якутии поднимается шанс иметь своих людей в Государственной Думе. Хотелось бы, конечно, чтобы наши избиратели, якутяне, вышли голосовать 22 мая. Ну и, конечно же, поддержали те кандидатуры, которых мы сегодня на общественном совете говорили. Это и Галина Иннокентьевна Данчикова, и Юрий Степанович Куприянов. То, что сегодня уже динамика развития в экономическом направлении, в социальном направлении, оно гораздо выше, чем в целом по стране. Уровень валового регионального продукта, например, тоже опять-таки, который приходится на душу населения, позволяет сегодня Якутии быть в пятерке лучших российских регионов. Это как раз говорит о такой хорошей профессиональной деятельности тех людей, которые сегодня держат рычаг управления.